Носи имя предков. Старшее поколение и юртовцев, и Карагашей, и Кундрау, и Утар всегда себя звали Нугай. Спросите сами, старшее поколение. Слово Нугай с татарского и башкирского языков переводится «нагаец». Антропология нагайцев-юртовцев, Карагаш-Нугаев, Утаров и Кундрау едина, южносибирская раса, приводится у Трофимовой и у других. Генетика всех групп астраханских нагайцев свидетельствует о близости и едином нагайском происхождении у Юсупова и у других. Профессор Арсланов в своих лингвистических исследованиях неоднократно отмечал, что язык юртовцев по сути нагайский, усвоивший фонетическую систему татарского языка. Согласно эпиграфическим данным, тамги юртовцев на надгробиях данного периода изучались Мусаевым, они демонстрируют сходство с нагайскими. Интересно, что и сами казанские татары и мещари будущих астраханских татар звали именно нагаями. Так, в газете, издаваемой в Казани братьями Каримовыми «Куяш», номер 64 от 6 марта 1913 года, встречается исключительно этническое именование Нугай – Нагай. Лишь с 30-х годов 20 века появляется название татары, но до 30-х годов именуются исключительно нагаями. Таким образом, до начала и первой четверти 20 века юртовцы однозначно имели нагайскую идентичность, именовались нагаями, что подтверждают метрические данные тех годов. Сейчас же происходит возрождение исконной идентичности. Носить имя предков – это привилегия и восстановление исторической справедливости. Носи имя предков. Без нугайлар. Мы нагайцы.